Здравствуйте! Я хочу прочитать вам чувашскую народную сказку «Как собака подружилась с человеком». Когда-то, давным-давно, в глубокой древности, жила в дремучем лесу собака. Одинокая жизнь ей наскучила. Утро наступает одна, вечер приходит опять одна-одинешенька. Тоска начала одолевать собаку, и решила она поискать себе друга. Идет по лесу час-два, навстречу попадается заяц. «Куда путь держишь, зайчик?» – спрашивает собака. «Друга себе ищу, надоело одному жить», – отвечает заяц. «Если так, давай подружимся», – обрадовалась собака. Заяц согласился, и стали они жить вместе. День живут, два живут, нравится собаке. С радости она лаять начала. А заяц услышал ее лай и говорит: «Ты, дружок, слишком громко не лай. Волк услышит, придет и нас обоих съест». Узнала собака, что есть зверь посильнее короткохвостого зайчишки, и решила поискать волка. Идет, бредет по лесу, а волка нет как нет. Впору назад поворачивать, но тут она услышала дикий вой. «Не волк ли?» – подумала собака. «Пойду погляжу». Пошла она на вой и скоро увидела волка. «Далеко ли путь держишь, волчище?» – спросила собака. «В деревню за овцами», – ответил тот. «Можно и я пойду с тобой?» – напросилась собака. «Ай да!» – сказал волк, и пошли они вместе. Притащили овцу в волчье логово и стали вместе жить. Когда еда кончалась, шли за новой. Собака была рада, что нашла такого сильного друга. И опять от радости нет-нет да залает. Волк услышал, испугался. «Ты, друг, слишком громко-то не лай», — говорит он собаке, «а то охотник услышит, придет и нас обоих из ружья убьет». Так собака узнала, что есть кто-то сильнее волка. Однажды ночью, когда волк спал, собака вылезла из логова и пошла искать охотника. Искала, не нашла. Пришлось вернуться в волчье логово. На другой день опять пошла. Вдруг слышит, словно гром где-то грянул. «Не охотник ли это подает голос?» – подумала собака и побежала в ту сторону. Видит, на поляне охотник стоит, в руках у него ружье дымится. «Куда путь держишь, друг охотник?» – набралась храбрости и спросила собака. «Пришел охотиться», – был ответ. «А можно и я с тобой пойду?» – попросила собака. «Ай да», – сказал охотник, и они пошли вместе. Долго они ходили, весь лес обошли. В одном месте зайца поймал охотник, в другом волка подстрелил. Собака, чем могла, помогала своему новому другу. Охотник полюбил собаку и взял ее с собой в дом. Теперь собака и днем, и ночью лаяла, и никто ее не останавливал. С тех пор собака стала жить с человеком, стала его другом.